где? Окей, так, будем начинать. Так. Ага, ну здрасте. Так, блин, почему он так расположен? Ага, все. Так, и... Ну, отлично. Да, встретимся там. До скорого, Вергилий. Вы, похоже, близки. Как познакомились? Это важно? Хотелось бы знать, ради кого я рискую жизнью. Он мой брат, пытается спасти мир. А твоя история? Слушай, я у тебя помощи не просил, но ты помогла, и я ценю это. Она дрочит белкам. Это все, Я что тебе нужно верю. знать. Доверься и ты мне. Он спас меня. Он спас Меня удочерили. Мой приемный отец был демоном. Он демоном нападал на меня белкой. каждую ночь. И я сбежала. Демон белка. Кошмары. Все нормально. Я ничего не чувствовала.
Я не могла сбежать физически, так что... Я нашла другой выход. Я бесцельно бродила по Лимбо в форме духа. И я нашла Вергилия. Он услышал мой крик о помощи. Он помог мне разобраться с демонами. В прямом смысле. И переносном. Я убила ублюдка. Теперь я хочу убить их всех. Ты ведь будешь с нами до конца, правда? А то. Пау. Пау. Отличная работа. Мы разобрались с суккубшей. Это навредит Мундусу и привлечет его внимание. Теперь необходимо нанести второй удар и отключить систему наблюдения Мундуса. Башня Раптор Ньюс. Находясь под контролем Мундуса, они монополизировали СМИ по всему миру. Новости, рекламу, развлечения. всему Контроль миру? подсознания. Да, и наблюдение. Они шпионят за народом через сеть спутников, маршрутизаторов и видеокамер. Да, я заметил это. Так какой план? Кэт? Сеть Раптор Ньюс контролирует демон. Боб Барбас. Боб Барбас демон? Значит, он не просто пидорас. И он в этой Осуждаю. башне. Не в этой башне, а в той. В Лимбо это не отражение, а настоящая правда. Это тюрьма. И Барбас жестоко правит в ней. Там нет места милосердию, и из нее не сбежать. Готов переход. На этот раз пойдешь один. Кэт не сможет пойти за тобой. Справлюсь и сам. А в Она какой и так раз я надо сделать. шел Хорошая новость, там не не будет один? камер. Хорошо. Данте, мы ничего не знаем об этом демоне. Уверен, мы подружимся. А чё он так смотрит на нее? Итак, Боб, теперь я знаю, почему у тебя все вверх тормошит. Ам. А. Понял. Вот и все. Засранец. Мне кажется, Привет, Джуди. Да. Получай!
Деспот. Центральная тюрьма. Вау. Даже в Лимбо есть тюрьма. Привет. Из Не Якутии, думал, что откуда когда-нибудь конкретно? полезу в тюрьму. Из города Якутска. Спасите наши души. Надпись. Конкретно из города Якутска. Вещаю. Сижу, играю. Со столицы. Я сам с Мирного. Бывал в Мирном по работе. Сейчас не знаю как, но в то время, когда я там находился, серой пахло безумно. Барбас, вы совершили преступление против святого порядка демонов. Я всегда позволил вам жить, чтобы вы могли служить ему. Просто выполняешь работу Бога, Радуйтесь да, Боб? этому дару жизни. Обесчеловечение – ваше спасение. Вы бесполезные отбросы. Придется искать автомат. О, Барбас. Просто выполняю работу Бога. Это точно. Сейчас из нашего карьера не так воняет. Раньше хуже было. Сейчас получше. Ну я что-то такое слышал, что типа получше стало, но я прям в это особо не верил, типа, да ладно. Но теперь тут же прям статистика, раз уж второй человек об этом говорит. Накладывайте на всех инакомыслящих. Вашей наградой будет снисходительность. Дополнительная снисходительность за донос на членов семьи. Донос до членов семьи. Убейте всех врагов. Любую из атак дважды. О. Раньше даже в машине рядом проезжаешь, жестко подходишь. Сейчас даже и летишь. Норм. Нормально. Ну, слава богу. Преклонитесь. Ваши преступления против победителей Ну я вот по демонов работе в как-то грехах. туда ездил. Вы познаете Причем не раз, и страдания. каждый раз был вообще пиздец. Но сейчас, видимо, времена другие, слава богу. Но в то время я, ну реально, типа, ёп, задавался вот реально вопросом, как тут люди вообще живут. Вот типа, ну, в натуре, у кого есть Ваши преступления против ген демонов терпения, завели это вас вот у сюда. людей мирного. Перевоплощение. Это вот реально так. Это ваше Ладно. спасение. А вот и башня. Снова на тропе. Фундус, властелин вселенной. Ну это же охуеть, как долго надо терпеть вот эту вонь и тому прочее. Божественный дар. Так что, да. Бойтесь перемен. Сражайтесь, чтобы выступать против ваших повелителей. Святотатство. Поэтому у вас отобрали ваш голос. Обесчеловечение – ваше спасение. Будьте начеку.
Свали нахер отсюда. Да ну... ты Джуник чё? задонатил 1000 рублей и говорит: ну давай, на развитие якутского стриминга. Спасибо большое, спасибо. Спасибо, спасибо. Это... Большое спасибо. Так. Удвоение. Так, а я арбитра... А, вот чего-то не хватает. Направление. Джекпот. О, привет, Дан. Рад тебя видеть. Бедняги. Факел запад должен по улице, прилегающей ближе к карьеру, улица Кирова. В остальном городе Драгонберг. Сейчас же даже там пропал запах. Реально? Нифига себе. Блин. Вот что значит время лечит. Вот реально, типа, если кому-то из твоих друзей станет, типа, хуёво, там, после расставания с девушкой и все такое, там, ну, я хуй знает, может, с парнем, ты ему скажи, типа, бля, ты помнишь, как воняло 5 лет назад? Ну, так вот, ебать, время лечит, но сейчас вообще не пахнет. Мана. Это что за нефорская игра, бля? Нефор сделал, что ли? А на самом деле серия игр DMC это самая дагестанская армянская игра, что есть на свете вообще. Они поиграют в это и вообще такие эшкере будут охуевать. Ну я вам говорю, реально. Типа тут, ну, это же настолько тестостероновая мужицкая игра, что вообще ебануться. Только героя выглядит. Ну же, как... исчезни! Зумерки. Но на самом деле... Гнев. Зашибись! А вот и мамочка.
Ага, так и знал. Так, это дальше по сюжету, наверное, дорожка. Но мы пойдем сюда. О, хилка. Другой Данте. Как ты спатуля? Прегангстер. Да. Это Данте с перезапуска. Но по факту он намного лучше, чем Данте из оригинала. По крайней мере, с первой по четвертой части. Насчет пятой части не знаю, но я уверен, там, ну, тот же Данте, что и в предыдущих частях. Штука в том, что этот Данте, он более близкий нам, игрокам, более человечный, что ли, но при этом своего пафоса особо не теряет. То есть внешний вид у него такой, типа, ну, нормальный, человеческий. То есть любой нефор может себя ассоциировать с этим парнем. Эй, нефр. Да. Нормально. Но это не единственный плюс. Это лишь одна из его плюсов. Много плюсов у этой игры. Она сюжетно намного обоснованная, чем все части из них взяты. Ваши преступления против повелителей демонов в грехах. Вы познаете страдания. Вы познаете страдания. Докладывайте на всех инакомыслящих. Вашей наградой будет снисходительность. Дополнительная снисходительность за донос на членов семьи. Донос на членов семьи. Если так задуматься, то Заключенные приговорены. у этой игры дохера смыслов интересных, типа отсылок и тому прочее. Вы только подумайте над этим. Вот Raptor News, да, есть. Они являются типа новостной сетью, чуть ли не покрывающей всю землю и так далее. И в мире Лимбо он говорит правду. То есть вы делаете доносы, и вы получаете какие-то привилегии снисходительные. А если еще и на своих типа этих родственников, то более нисходительные. И штука в чем? Я вот сейчас думаю о том, что сейчас происходит в нашем мире. Ну, в том плане, что у нас видеокамера буквально у каждого есть. Это телефон. И каждый может снять что угодно. Я не говорю о каких-то типа вот реальных доносах. Блин, Типа, хотел спросить что-то, но я не знаю, насколько ты прошла игру, чтоб не заспойлерить. ну, как ты видишь, насколько и прошел. То есть вообще не спойлери ничего. Спойлер у нас тут карается жестко. Короче, суть такая, что даже вот эти вот смешные ролики и тому прочее, это тоже типа является доносом. Если так подумайте над этим, то это очень даже интересная мысль. Типа, тут любое дерьмо может быть компроматом. И вот этот вот демон, который вот сейчас, ну,
на здание, которого мы сейчас штурмуем. Определенному Он страданию. этим и занимается. Суицид Он собирает невозможен. информацию и типа делает Попытка из этого суицида лишь оружие. увеличит ваши страдания. И даже о суицидах говорит, слушайте. Вы совершили преступление против святого порядка демонов. Мундус позволил вам жить, чтобы вы могли служить ему. Радуйтесь этому дару жизни. Ну что, вниз? Так, охеренно. Поебалу на! А. А, это закрытые двери является секретом. Ваш моральный ЧСФ, удачного стрима и хорошей игры видео Угрин и Рилин Че, Монстр. давай-ка все Я- подери, глядя, давай. Не прошел эту часть, реально. Я в свое время прошел эту игру. Здорово. Поначалу тоже плевался из-за внешнего вида героев и так далее. Но по факту понял, что игра охуенная. Что там творится? Старикан какой-то. Гарпия. А, Кто здесь? тихо. Я знаю, что ты здесь. Я чувствую тебя. Кто ты?
Я отрублю тебе башку! Опусти палку. Я не причиню тебе вреда, если повода не дашь. Ты тоже узник Мундуса. Нет. Я пришел сверху. Можешь сказать, как добраться до той башни? Башни? А зачем тебе? Хочу убить демона, который всем здесь заправляет. Мучили. Поможешь? Убить его? Да. Я помогу тебе. Но сначала ты поможешь мне. По-настоящему человек. Я слушаю. А, уже миссия завершена. S. Да, блин. Не то нажал. Эти летающие ублюдки украли мой глаз. Они постоянно мучают Кстати, меня. на геймпаде Я играешь. не могу Да? уйти без него. Я заключен здесь навеки. Верни мне мой глаз. Я отведу тебя в башню. Заметано, старик. Сюда! Летающие твари! Ну же! Орел, в такие игрухи только на геймпаде играть. Да. Иди, иди, следуй за ними. Найди их гнездо. Вот так, ведите. Маленькие ублюдки. А вообще, какие игры предпочитаешь? Всякий разный, чё. Вот вы где. Вау! То есть, чтоб ты понимал, сейчас происходит марафон Devil May Cry. Были у нас марафоны по резикам, по Silent Hill'ам. Также бывали марафоны по... чему еще? По GTA. По Сталкеру. А его на Биза Бош проходили. Джамп Кинга. Прошли на 100% Silk Song. Что еще? Прошли на истинную концовку Silent Hill F. Что еще, что еще? Ну, также играл Faster Than Light, Into the Breach. Ну, во все играю. Это я, твой единственный зритель. Я на протяжении многих лет создавала иллюзию того, что тебя смотрят много людей, но это был я. Сейчас напишу это сообщение со всех аккаунтов. Привет, Йокай. Здорово.
Так и давно стримишь? О, и как Silent Hill F стоит внимание. Да, Silent Hill F стоит внимания, потому что это вполне себе такая прям... как бы это сказать... слово такое... самостоятельное такое произведение, хорошее, довольно-таки заебатое. Понял, принял. Я тут один просто в Твиче. Ну да, наверное. Мне казалось, Данте там еще. Ну, ребята, наверное, позже подтянутся. А так, бывает, народ заходит из постоянных зрителей. Так что располагайся. Располагайся. Так, занимай лучшие места, так сказать. Ну, насчет Silent Hill F, это очень даже такое прекрасное самостоятельное произведение про девушку, которая переживает жизнь в 60-х годах, а там довольно-таки все патриархатное и там прочее. И там довольно-таки много прикольных таких двойных смыслов, двойное дно везде и всюду, все как вот мы любим. И как полюбили вообще во франшизе Silent Hill в серии вообще, в принципе, после второй части. Если первая часть была конкретно такой о том, что там типа монстры, культы и какие-то ебанутые монстры, и там про мужика, который спасал свою дочь от психопатов, то вторая часть Silent Hill все изменила буквально. Там теперь все про пиздострадания, про двойные смыслы, про как его, про то, чтобы вот типа как-то свои грехи как-то пережить, переосмыслить и тому прочее, нахождение себя, там, КРЧ осовременили. Не осовременили нихуя, а просто окультурили под свою тему капкомовцы, потому что это ихняя тема. Все-таки типа Япония, а вся Silent Hill серия, она была западной, понимаешь? Она была вся западно ориентированной, чтобы эту игру покупали. Они такие сейчас, блин, заебало про бургерменов делать игру. Давай сделаем про нас, сушименов. И сделали. И классно. Я кайфанул. Вот реально кайфанул. 3 раза прошел. Все 3 раза прошел на стриме. И записи трансляции, по-моему, у нас сохранились и имеются на YouTube канале. Если что, пролистаешь, посмотришь. В целом, да, прикольно. Меня порадовал тот момент, что после первого прохождения, второе прохождение, из-за того, что начало меняется, как будто бы контекст всего действия меняется. Потому что ты такой думаешь о том, что охереть, такой интересный элемент сюжета взяли и как бы практически дают тебе возможность его изменить. И это реально, ты можешь пойти по другому пути. Если ты не будешь, например, при протяжении всей игры применять, точнее, не применять одну вещь, тогда все будет чики-пики. Только чики-пики будет только в тех или иных других случаях. Если ты, конечно, будешь придерживаться каких-то, таких моментов. Но они все улавливаются очень даже хорошо. То есть ты не можешь ошибиться и так далее. Я же, по сути, второму прохождению сделал все как надо, но... Но я слышал, что Silent F нужно проходить не раз, чтобы он раскрылся. Так и есть, так и есть. То есть реально будь готов к тому, чтобы пройти игру, 3 раза. Это факт. Это факт. После первого прохождения ты только лишь на кусочек поймешь, что к чему. На втором прохождении ты поймешь на, скажем, 50%. А к третьему прохождению ты поймешь на 100%. Что к чему. Ладно, шучу, ты нихуя не поймешь к третьему прохождению. Ты поймешь все, когда после третьего прохождения раскроешь видео на ютубе, где объясняется сюжет игры.
Летающие мрази! Летающие мрази. Фильм опять пришел к началу. А как относишься к выбранным взятию, досье и прочим сообщениям? Это не прикольно. Видали, как красиво получилось? Нормально. Dark Souls отношусь положительно. Миядзакич, конечно, любитель болота и там прочего, но что сказать. Не сомневайтесь в новостях сети Raptor News. Raptor News. Голос Но. всемогущего Господа. Народ не поймет, если я начну ругаться на инвалидов, все такое говорить, типа, мол, вы гляньте, какой долбоеб Сила мира. делает Это эликсир каждый уровень болотом и все такое. жажду ваших покровителей демонов. Ну нельзя же так. Меня отменят сразу, скажут, ну ты что, ебануться, что ли? Он же болеет. Оспаривайте власть. Особенно мою. Вы наше паство. Мундус защищает нас. Нет, вернитесь! Блин, не хватает. А мне кажется, что он придерживается какого-то своего стиля. Но болото — это да. Даже в Elden Ring была такая тема. Ну, я, если что, в шутку насчет болот. Ну да. Ну, что сказать. Это фэнтези, темное фэнтези. В темном фэнтези по факту без болота никуда. Ну, Помню, что его поделать. захитили за то, что Данте не похож на Данте, и зачем ребут, если история и так до конца не рассказана. А весь хейт был обоснован тем, что режиссер игры передал свою внешность нынешнему Данте. А-а-а. Ну, если так смотреть на это, нихуя не меняется совершенно. Потому что, ну, во-первых, скажем так, разработчики основной оригинальной истории, они письку дрочили, блять, столько лет нахуй. И никак внятно не могли, ну, рассказать нормальную историю. Ну, то есть, ну, по факту, ну, сам подумай. А Ninja Theory берет и такие, ни разу не заикаясь, нормально рассказывают лор, сюжеты и там прочее, как оно все есть и так далее. И причем все максимально обосновано и понятно. То есть, это нормальный такой, типа, знаешь, говорящий, хороший такой, типа, рассказчик тебе, без заиканий, говорит тебе, как оно есть. А ребята из Capcom, вот это вот Ицуна и вот эти вот ребята, которые вот делали оригинальные части Devil May Cry, ну, не считая первую. Вторая часть была дерьмем, ну, кстати, дерьмом полным была вторая часть, я играл в этом марафоне. Ну, короче, факт в чем?
Они, блядь, никогда не могли нормально рассказать сюжет. Только лишь пафосную хуету могли показывать 24/7. Сиськи-письки я только лишь видел на Devil May Cry 4. И что? Ну... И все. То есть там Данте сверкнул, что там это и так далее. Если не знать сюжета 5-й части, просто один мудак ебаный мне закинул, короче, спойлер один по поводу главного героя 4-й части Неро и Вергилия, ну, кем они являются, ну, друг другу. Понимаешь? Тогда никакого смысла особого нет. Ну, это полное дерьмо. А если даже с этим смыслом, то, ну, как будто бы что-то есть, но, опять же, какая-то ебаная японская недосказанность, вот это вот она есть. И это вот подбешивает. То есть ты, да, прикольно, весело провел время, челленджевые какие-то там, ну, моменты истории происходят. Ну, то есть, по факту... А чем плох фан-сервис? Я думал, кому нужен толком сюжет, если нам в видосах про поиск фола мне все объяснило. Да, блять, нахуя эти видосы? Ну, это вот, понимаешь, наше время такое, нынешнее время. А в то время ты, ну, эти видосы не мог видеть и так далее. Я в то время, когда проходил 4-ю часть, видосов никаких не знал. Ютуба, блядь, практически не видел. Понимаешь? То есть, по факту, YouTube я видел только у соседа, одноклассника, к нему заходил там вместе с остальными там общими друзьями, там прочие, короче, и там смотрели там Мэдисона и Метрона, или какие-то ебанутые сайты посещали, и, ну, короче, угорали в интернете, грубо говоря. А то, что ты какие-то объяснения, видосики, как вот в наше время, ну, такого хуй тебе нет, ничего такого тебе не покажут. Фан-сервис-то окей, понимаешь? Фан-сервис нормально. Я ж не спорю насчет фан-сервиса. Я лишь говорю о том, что... Здорово. Привет, Александр. То, что оригинальные разработчики с их нарративом Я и помню сюжетом... время, когда прохождение игр были по книжкам, это именно была игра Скуби-Ду. Ну да, типа по мануалам и все такое. Короче, суть в чем? Ну, не только по мануалам. Ну, я понял, про какие книжки ты имеешь в виду. Да, квест-книжки. Я знаю. Ну, короче, суть в чем? Суть в том, что оригинальные Поиск разработчики фула — это с где сюжетом... тебя закибербулили? Ну иди отсюда. Да нет, это вообще не про это. То есть закибербулили это просто мем нынешнего времени, а тогда ты не мог это встретить. То есть ты, если ты заговоришь таким образом в то время, когда вышла четвертая часть, и после четвертой части выходит перезапуск, когда ее хейтили. А допустим, вот смотри, я поиграл эту игру, говорю, она охуенная. И привожу тебе аргументы, почему она охуенная. А ты говоришь, сиськи, письки, фан-сервис заебись, а сюжет нахуй не нужен. А я такой, ну, блядь, ну как-то, ладно. Ну, то есть эта игра даже в геймплейно не проигрывает ни разу. Она, конечно, будет проще, но сюжетно богаче. 100%. Не знаю даже. Я тебя переубеждать не собираюсь. Останешься при своем мнении. В те времена мне было мало лет, и я особо не задумывался насчет сюжетов в играх. Даже Готику 3 не понял, что вообще происходило. Я просто убивал орков, и мне было по кайфу. Ну, поэтому я тебе говорю, как оно есть. Понимаешь? Не, ДМС это в первую очередь про геймплей. Ну да. Но, тем не менее, сюжет важен. Как бы то ни было.
Ну, то есть, если мы... Так, погодите. Сейчас микрофон надо настроить. Так. Ай, извиняюсь. О, так лучше. Просто он заедал, как будто бы отставание у него было. Поэтому, да. Ну смотри, если ты сражаешься с бомжами за хот-дог, то ты должен понимать, почему ты бьешь бомжей за хот-дог. Может быть, это хот-дог, в котором Они имеется уже какая-то... 2 беля шпунзайдом. Да. Ну, приятного аппетита. Ну, смотри. Ну, смотри. Стрим-то он для чего? Для общения. Так что нормально все. Так. Бьюбом же ради смоукинг секси стайл. Сюжет в этом ДМС, который ты проходишь, реально не дотягивая до первых частей. До первых частей не доходит? Ты что, серьезно? Нет, ты что? В этом сюжете намного больше смысла, чем в первой части. Ты угораешь. Ты чё? Ты как давно проходил первую часть? Давненько, наверное. Я просто недавно проходил. И знаешь, какой сюжет в первой части? Данте сидит весь такой крутой в своем офисе. Давно. Ну так слушай. Данте весь такой крутой сидит в своем офисе. Ну не знаю. Чешет свои яйца. Приходит Триш. Нападает на него. Кидает в него мотоцикл и говорит: йоу, там есть какая-то хуйня, пошли со мной. И он такой: окей. Они прилетают в какое-то место, остров какой-то вообще. Хуй знает, как они там оказались, просто они там просто есть уже. И ты бродишь, ходишь, убиваешь демонов просто так. Они просто есть демоны. Ну, потому что ты охотник на демонов. И дальше там... Прям так и мои приключения в D&D in my office. Случайно встречаешь своего брата Вергилия. Здравствуйте, дяденька. Привет, Ифрит. В теле, в образе демона, но ты об этом еще не знаешь. Сражаешься с ним, побеждаешь. Убиваешь паука босса, и он такой говорит: ты не человек, ты демон, почему ты бьешь меня? И умирает. И наш главный герой: в смысле? Я не человек? Он такой: блядь, я убивал демонов, потому что я думал, что крутой. Оказывается, я даже не человек. А потом он понимает, что он вообще типа какой-то сын Спарта и так далее. А Мундус, он такой просто в образе статуи сидит такой: Триш, ты обосралась. Убей Данте, иначе тебе пизда. И Триш такая Вот на это коленях. самое лучшее, остальные не очень. Ну ты слушай. И Триш такая: да, мой повелитель, я Не сделаю согласен. все, что могу. Тебе Потом- надо озвучивать истории разные. Потом во время сражения там с каким-то боссом Данте такой, ты бьешь его, побеждаешь, и Триш такая тебе в спину молнию кидает во время катсцены. И ты такой: Триш, предатель. То есть ты до этого видел катсцену, где, буквально... ты понимаешь, что Триш с гнильцой. А потом это происходит, и ты такой, типа: вот это поворот! Нас наебали! И во время сражения с боссом Триш продолжает метать молнии. И после победы Триш такая:
ой, нет, не убивай меня. И что-то в этом роде. А Данте такой весь крутой. Иди нахуй. Уходит. Что-то происходит. И на Триш падают обломки. Она вот умрет. И Данте ее спасает. И Триш такая: почему ты меня спас? И Данте такой: ты похожа на мою мать. Папа, куда? Куда? Что? Оцени, а это? Что длинно? Зря никто. Леджорд 4 там хуху, где-то сказочник ищу. Леджорд 4 хуху. Да, нахабы. Огона не укелла. Кайф же, охуенный сюжет, cool storybook. Охуенный сюжет. Ну вот. Сейчас, погодите. Это я уайоука Леджорд 4 TNZ. Раз. Ага, вот. Ну и дальше, когда Данте спасает Триш, та такая спрашивает: почему ты меня спас? И он такой: потому что я охуенный, а ты пизда. И уходит. И она такая: и потом он приходит к Мундусу, и Мундус такой: смотри, я Джинк слал. пытаю твою пизду, Триш. И она такая, короче, страдает, такая: и Дан такой: нет. И происходит эпичное сражение, мы побеждаем Мундуса, и Триш такая: почему ты меня опять спас? Я ведь являюсь созданием Мундуса. И Данте такой: ведь ты похожа на мою мать. И Триш такая: и Данте такой, типа, плачет. Точнее, демоны же не могут плакать, дьяволы, точнее. И он такой: а я никогда не плачу. И все разрушается, они улетают. Точнее, выбираются из этого острова на самолете. И все. Охуенный сюжет. Вот такой. Ну, типа, детскую книжку. Детскую книжку под названием Devil Never Cry можно Вот делать. бы такой фильм посмотреть поросот. Изи выпускать. Вообще, да, охуенно. Теперь давайте вернемся к нормальному сюжету в перезапуске DMC. Что тут происходит? Ты норм сюжет рассказал. Нормального переварения, Александр. Теперь давайте к сюжету вернемся DMC перезапуска. Почему она хорошая? Так, сейчас. Вначале нам показывают какого-то крутого чуэла, который общается по телефону, типа такой в огромной, супер огромном небоскребе, и хуесосит кого-то по телефону. А тут Триш есть. Нет, по-моему. Тут полный перезапуск. Короче, чел такой общается по телефону, кого-то хуесосит, угрожает и говорит: ну все, тогда как договорились, давай, типа, не забудь, там, ну скажем, вытереть свое лицо полотенцем, там, ну типа, сперму мою вытереть. И говорит: до свидания, мистер президент. И ложит телефон, и там какая-то пизда появляется рядом и говорит: нихуя ты, и чё? Получается, мы весь нагнули весь мир? И он такой: да, А то у как нас... там звать? Прикольная такая, в комбезе, в фургоне. Это 5-я часть. Я не доходил. Не спойлери, я не знаю, кто она. Ну и, короче, мы понимаем, что это Мундус. Он нагнул весь мир, по сути. Все под колпаком. Он управляет всеми путем долгов и там прочее, компромата и так далее. У него очень много рычагов давления, но
А я чё-то единственное... подумал, что оно в этой части. Нет. Единственное, чего он боится, это нефилимы, которые его должны по предсказанию убить. И единственный нефилим, которого он еще не нашел, это Данте. То есть сын его брата Спарда, который как-то полюбил ангела, и они родили детей. Но сам Мундус думает, что ребенок один, а Вергилий он не знает. Вот такой сюжет. То есть он такой думает, что так и так, все При каждом смерти Данте в игре он должен кричать, будь то проклят Мундус демонюга. Ну нет, ну в оригинале же так не было, правильно? Почему он в этой части должен кричать как придурок? Ну в этой части как бы все так. То есть Мундус, чтобы это вот проклятие не... Ну точнее, вот предсказание не случилось, напал на своего брата, на его вот возлюбленную, убил ее и так далее, но не знал о том, что уже дети родились, там, и только лишь по слухам знал, что есть Данте, и вот он однажды понимает, что Данте вот он есть, и посылает охотника убить его. Это буквально вот начало игры, и охотник появляется, пытается нас убить, и дальше сюжет закручивается так, что мы встречаем Вергилия, и мы понимаем, как вообще мир устроен, то, что все везде сюда обман, то, что мир настолько под колпаком демонов, что они уже правят миром. И единственное, сейчас погодите. Интересно, Байонета отшпильвили Данте. Ну, Байонета-то да, скорее всего. Единственный, кто может остановить Мундус, это по факту реально типа Данте и Вергилий, потому что у них имеется на это силы, потому что они могут двигаться по лимбу и так далее. И у Мундуса есть такое типа единственное такое, как бы это сказать, преимущество в том, что он рядом с вратами демонов, ада, точнее, с вратами ада, является неуязвимым. И у них такой есть план вытащить его из своего вот этого вот небоскреба, разъебав все вокруг. То есть они сначала занимаются нападением на поставки энергетических напитков Virility, который промывает все мозги, делает всех тупее, буквально все население. После, вот второе, мы уже нападаем на новостную башню, где сидит его приближенный демон, который следит за всем. И который ты также прям является... подкован в лоре DMS, call me hand. Ну а хули? Я, блядь, понимаешь ли, марафон прохожу. И за свой базар отвечаю, ёпта. Когда я говорю о том, что оригинальный сюжет дерьмо, а вот этот заебись, так оно и есть. Помню видос от игромании. Там чё Байонета спина к спине с Данте встали, и оба из своих пистолетов в камеру целятся. Ну это так, фанарт. Ну Байонета прикольно, да, надо поиграть. Ну, если говорить о пафосе, про веселье, то все-таки оригинал и этот DMC, у них веселье разное. Тут веселье более взрослое. Ну, господи. Так, сейчас. Да, здесь веселье более взрослое, потому что сам сюжет, он стал более такой комиксный, более взрослый. Тут не стесняется показывать алкоголь, курение, там, еблю, все в таком духе. То есть все практически без купюр. Ну, разве что прям тебе сцены секса не показывают. А так во всем остальном, типа вот это вот все грехи, типа там разврата, вот это вот обжорство и там прочее, вот это вот так далее, показывают.
То есть тебе дают понять, что общество в этом мире погрязло во грехе. И в начале игры сам Данте, он тоже во всем этом, ну, купается, так сказать, балдеет, пока его не находят демоны. И после последствий он понимает, как вообще мир устроен. Ну, короче, сюжет в перезапуске более глубокий, более обоснованный и более понятный и приятный. А в оригинале, по крайней мере, на момент прохождения 4-й части, я говорю, что там туфта полная. Там просто, грубо говоря, охотники за привидениями. Ну, блять, погоди. А ты следующую часть будешь гамать? Конечно. Ну, по сути, весь марафон ради него и затевается. Короче, по факту, в оригинале это просто охотники за привидениями, которые, типа, все время останавливают, ну, привидения. То есть они буквально только этим и занимаются. Никакой глубины вообще. Ну, по То есть- сути, перезапуск же просто про молодость Данте, до того, как он посидел. Да нет, ты что, с ума сошел? Перезапуск просто про Данте, Вергилия. Мы сейчас на этом моменте находимся, просто я его проходил тогда в 2013 году. И, насколько я помню, из сюжета мы, ну, естественно, всех победим и так далее. И просто мнения между двумя братьями, они жестко разойдутся, понимаешь? Видение мира идеального, они разойдутся настолько, что они будут в контрах между собой. Они будут врагами. И это очень Ну, хорошо скажешь подается. про ту симпатяшку в комбезе. Сама Тянка мне нравится, кто такая, и чего она там делает, в душе я это самое. Да, блять, вот именно поэтому... Привет, Лиза. Привет. Вот именно поэтому оригинальный DMC и популярно. И почему хейтят DMC перезапуск? Потому что оригинальный DMC любят за секс, за сексуальных персонажей, за их внешний вид и все. Ну еще за челлендж. Геймплейно в плане сложности, да, они сложнее. То есть 4-я часть сложнее, чем перезапуск DMC. Это факт. Если ты будешь играть Люблю на более челленджи. сложной... Если ты будешь играть на максимальной сложности DMC, ну, 4, ты охуеешь. Но я прошел. Но любой другой Ну тогда охуеет. зачем все менять? Могли бы сделать другую торговую марку, не DMS. А почему нет? Понимаешь? Сейчас, погоди. У них права были, они получили права ниже теории, и они его максимально использовали. То есть зачем опять пересказывать ту же тупую историю, что делала оригинальной части? И все, понимаешь? Они по геймплейной части все поняли, сделали как надо. Повышение уровня для Альфред Сига у человека С LVL8. повышением уровня, поздравляю. Так, и сделали упор на то, что было слабым вообще, ну, вообще в серии игр DMC. Сюжет. Они подробно сказали, что к чему, как мир устроен, там туда-сюда, кто кому является, мотивация и так далее. В 3-й части мотивация — это сила. То есть у Вергилия одного. А у Данте это семья. После. А поначалу просто поугарать, повеселиться, он идет на Лиса башню. против Games. Теперь отслеживает канал. Ты понимаешь? Оригинальный DMC это форсаж. Это тупой форсаж. Вы ради форсажа
ну, реально, ну, хейтите обоснованную, нормальную игру с историей. Там вас Доминик Торетто за семью ебало бьет. А в этой теме, ну, Хорошая блин. игрушка прошла давненько. Да, вот DMC, перезапуск 2013 года, она хорошая. И вот почему, ну, в плане сюжета, да, очень много интересных отсылок на то, как устроено общество, его пороки и так далее. Типа, как контролирует общество, СМИ, там и тому прочее. В общем, тут очень много интересных таких тем Форсаж чисто поднимается. до токийского дрифта норм был. Дальше уже сказки пошли. Вот ты как, ну, Джоник, ты сейчас говоришь как СДВГшник, который не может сконцентрироваться на теме разговора. Ты сейчас начинаешь говорить про форсаж. Я лишь тебе привел, ну, привел пример с форсажем. Потому что форсаж такой же тупой, как DMC. Понял. Так в чем суть DMC 2013 года? В том, что он дохуя умный на самом деле. Тут есть о чем задуматься, и он очень бунтарский. И вообще, возможно, его могут даже запретить. Вот подумайте об этом. Если так копнуть поглубже по сюжету с этим DMC, тут очень много таких интересных моментов Умный. поднимается. Рюли. Может, Он- просто колище своего времени? Нет, нихуя. Он много интересных моментов поднимает, таких, которые могут тебе подкинуть зерно для раздумий по поводу того, как ты сам живешь. Понимаешь? Он очень бунтарский, этот DMC. То есть он может тебе закинуть такие думки насчет того, что типа там, может у тебя правительство плохое, может ты поживешь неправильно, может еще чего. То есть такие интересные мысли Елка это подкидывает. как две игры Aniblade и Blades of Time. ГГ одна и та же. Есть отсылки, а игры разные. И графон. Да не. Ну, наверное, да, но я просто не играл в эти игры. Но суть в том, что в плане сюжета она намного глубже. То есть оригинальный DMC это комикс Дисней клуба, а DMC 2013 года по сюжету это, ну, ладно, давай утрирую максимально. Это Достоевский. Преступление и наказание. Мы тут играем за Раскольникова, который идет убивать бабушку. Вот так вот. Джинкс лал. Ну, буквально. Сюжет есть. В оригинале нет. И все. В оригинале только сиськи, письки, пафос, крутые моменты и все. Максимально мемные. И все. Эх, значит мы по разные стороны баррикады. Ну я ж не, как бы это сказать, не говорю, что они плохие. Сюжетно они плохие, но игры хорошие. Стоит различать эти, ну, эти моменты. Это важно. Так, подождите. Какого-то хера у меня микрофон. Да ты чё? Так. Конечно, у каждого-то свои вкусы. Так.
Так, ага. Ну так дело же не о вкусах, понимаешь? Это по факту так. То есть я говорю о том, что DMC 2013 20 года... минут просмотра меню паузы. То есть DMC 2013 года это синий цвет, а оригинальный DMC это красный цвет. Это просто мы говорим о том, как оно и есть. Просто тут суть в том, что они такие, и все. Но от этого сам красный цвет или синий цвет плохими, ну, не становятся. И все. Так, сейчас. Во, так лучше как будто бы. Ну, я микрофон настраиваю, если что. Так, окей. Гнездо. Должно быть оно там. По факту, дело вкусовщины. Тебе синий нравится, мне красный. Зачем я это делаю для старого демона? Ну, скорее, да. Вот почему. Есть. А вот и глазик. Ха. Засада. Летающие едва. МС 2013 выглядит достойно. Жорж 4 хоху. Надо убираться с крыши. Более молодежный, что ли? Нет! Сука! Давай, вставай! Просто офигительная драка. И как отсюда выбраться? Окей. Более молодой. Этот? Молодежный? Ну. Наверное. Не, скорее нет. Ну, по факту, согласись. Не. Ну, как бы сказать, ладно, он 18 плюс. Этот 18 плюс. Ну, молодежный скорее, да. Для студентов. Да. А DMC оригинальный, он для 16 плюс. Которые только как бы созревают в половом понимании возраста, когда они только такие типа сиськи, письки. Вот это пафосная хуйня, охуенно. И когда они играют четвертую часть и видят Джинкслал, Джинкслал, Джинкслал. Глорию, На Юлен Капс. Глорию, они просто дрочат моментально. Возможно, даже при родителях. Да. Девчонки там атас. И поэтому они такие: я люблю оригинальный Сиськи, сиси, DMC. письки, писи.
Да. Сиськи-сиси, письки-писи. Да-да-да. А это DMC. Он более взрослый. И все. Тут в начале сиськи-письки практически есть. Но показывают Глория, это да. обоснованно. Я бы ей с удовольствием присунул. Ну или она меня в позе Амазонки Джордж 4 Flex. Ну да, Глория огонь. То есть в оригинале вообще, ну, не особо заморачивались насчет сюжета. Глория, это же Триш. А она, в свою очередь, похожа на маму Данте. Вот и думаю. Но, по крайней мере, в моменте, когда ты видишь Глорию, ты об этом не знаешь. Так что получается так, что мать Данте в оригинале ролплеила, ну типа у нее был жесткий ролплей, да, ролевые игры, понимаете? Вы бесполезные отбросы. Мунду. А ты, случайно, аниме Netflix не смотрел? Смотрел. Ну и как тебе? Ну, блин. Так, давайте-ка я сделаю вот так. Сейчас. Во. Ну, короче, оригинальный сюжет аниме в том, что он, ну, это самостоятельное произведение, по факту. И есть интересные вот всякие разные типа отсылки к оригинальным частям и так далее. Ну, мне очень понравилось, например, как они этих чуваков показали. Игни и Родни, по-моему, их так звали. Оружие, вот этих вот, два меча и так далее. Ну, в целом прикольно. Мне понравилось. Есть приятные моменты и так далее. В целом сюжет хороший. То есть, по факту, для аниме это было хорошо прям, реально. Но вот тот момент, что они начали, типа, показывать, как Америка вторглась в ад и начала, типа, депортировать всех демонов из ада и так далее, ну, вот это, конечно, угарный момент был. Ну, такой, типа. Ну, это не в точь-точь так было. Там слегка по-другому, но тем не менее. Такой момент был.
То есть они так хотели обыграть тот, ну, тема того, что типа демоны тоже могут плакать и так далее. То есть не все черно-белое, есть и серый цвет, так сказать. То есть даже среди демонов есть обычные люди, так сказать. То есть даже среди демонов есть жертвы. Вот, так Ну, мне скорее кажется, что это больше затрагивалось тему мигрантов. да, нет, блядь. Сколько раз? Ну не вижу сериал про мигрантов. Ебанутая хуйня. Это вот разве что типа, ну, своим мнением это строит типа все настроение вокруг сериала, вокруг одного того скриншота, когда Америка вторглась в Африку. Это, блядь, хуйня какая-то. Там больше всего происходило. Ну, больше вещей там. Только... Там буквально один эпизод был, когда Америка вторглась в ад и все. КРЧ – тухлая тема, на самом деле, не для обсуждения на игровом стриме. Ну почему тухлая тема? Я просто, ну, нормальный аргумент привел и все. Ну, который просто не вяжется с твоими аргументами, ну, с твоим видением и все. В этом, как бы, загвоздка. Тема-то на самом деле не тухлая, потому что она же касается все-таки лора игры. Ага, все. Так, я если давай, да? Блин, медные ключи нужны. Кто это? Глаз. Мой глаз? Он у тебя? Правда? А мне кажется, что Netflix Я вижу. сильно прямо акцентирует на этом внимание. По Я сути, могу видеть. кролика можно считать защитником обездоленных. Но я так понимаю. Ну и это Да, разве плохо? Ты знаешь меня? Лан, я бы пошутил про Америку, Я да, знал твоего но не отца, буду. Спарду. Я вижу его в тебе. Спарда был демоном, я не такой. Разумеется. Ты не Филим. Это я тоже вижу. Кто ты такой? Финиас. Ученый, изобретатель, пророк. Это не то, что плохо. Демон. Просто ДМС был совсем До не про этого то. момента пленник Мунтуса. Я Ну да, благодарен DMC был тебе. Это не тупее. услуга. Ты сказал, что отведешь Просто меня к в той этом башне. Конечно, мой друг. Конечно. Сюда. Ну, типа, сделать злодея более интересным. О боже, как это плохо. Он защищает обездоленных. Он не просто тупо злодей, который просто злой. Я хочу разъебать весь мир, потому что я злой. Как это было, например, ну, практически с этим. Как его звали? С Аркхэмом из третьей части. И в четверке. Со святейшеством. Который просто типа... я хочу разъебать весь мир, доказать, что типа святой и чтобы я был богом. Никакого
двойного дна, он просто долбоеб и мудак. А в сериале он, ну, типа, попал в этот мир, так-то познакомился там с, типа, с людьми, ну, как бы с демонами. Полюбил их, так сказать, и хотел их защитить. Но, блин, он не такой тупой, как обычно в DMC, поэтому повесточка. Да, к сожалению, повесточка. Блин, не то нажал. Беспрекословно слушайтесь правительства, так как это... И давно ты ослеплен и заточен тут? Сотни лет. Уверен, что знаешь дорогу? Как свои 5 пальцев. Он намного выше нас, кстати. Ты спятил? Я забыл. Мы с тобой видим вещи по-разному. Иной взгляд на вещи открывает новые пути. В смысле? Ты видишь во мне только зло. Потому что я демон. Раскрой сознание. Смотри на вещи под другим углом. Как я и сказал, я вижу вещи иначе. Встретимся впереди. Вот Я хочу я об тебе этом, кое-что что повесточка показать. теперь везде. Да нет, повесточки везде. Просто люди начали путать повесточку и попытку сделать Не лучше. оспаривайте и так власть. далее. Да, есть ебанутые повесточные моменты. Хватает. Причем они даже, знаешь, как сделаны. Порой они даже... как бы сказать, один от другого недалеко отходит. То есть вот тебе какой-то такой повесточный элемент, Желателен. и вот тебе какая-то более глубокая мотивация у главного злодея. И ты, соответственно, не теряешь фокус от повесточной темы и такой, так, весь сериал он такой повесточный, да и вообще всегда про то, что, ну, повестка. Ну, то есть сама вот эта вот претензия насчет того, что повестка. То есть конкретно идет фокус на внимание на то, что повестка и все. А что такое повестка, по-твоему? Ну, задайте вопрос. Ее Такой. звали Осель. Одна из древних. По-разному бывает. Нефилим. Как и Даже ты. тут. Не знал, что были и другие. Нефилимы были третьей расой. Но в Приветствую, свое время гоняем их всех демонов. Ой, выследили как круто, вебка и оформлена. убили. Лампово, и Почему? рубашка топ. Они обладали силой Привет, панда ангелов и Сибири. демонов. Спасибо Но в большое. отличие от них, нефилимы могли легко перемещаться между мирами. Они представляли угрозу. Они стали угрозой. Как и я. И как у тебя, у них был потенциал. Какая утрата. Хочешь раскрыть полностью свой потенциал? Я считаю, что это когда тебе навязывают свою Возможно, точку зрения. Осель хранит ключ. Да, не, бред какой. Подумай вот о чем. У тебя не было точки зрения, когда ты играл изначально DMC оригинальный, то есть, ну, по факту мы были молодыми, и у нас не было, как бы, ну, не то чтобы своего мнения, а насмотренности и так далее, и мы просто приняли, как бы, тот DMC, который мы изначально играли, как за идеал и как за абсолют, понимаешь? Практически. И когда идет тема насчет повесточки, вот как ты вот думаешь, то есть вот эта вот игра повесточная, по-твоему,
Ебать, хотя тут вообще 2013 год, тут повесточки по сути как такового и нет. Ну разве что они просто, может быть, какую-то свою иную повестку толкали. А именно антиправительственную, какую-то вот такую хомяковую. Тут понимаешь, тут Что за повестка... повесточка? Везде слышу. Ну это паранойя ебаная. Просто Нет, сейчас я не извратили... говорю, что это ДМС с тему повесточкой. Тут все норм. Ну да, но тем не менее все равно тут повестка есть. Вот я тебе о чем хочу истолковать. Повестка бывает разная. Здесь же повестка, она имеется о том, что типа она антиправительственная, как бы это сказать, высших классов. Вот это вот все. Это бунтарская игра, которая тебе навязывает бунтарское настроение. Мы играем за бунтаря, который хочет разъебать верха демонические, чтобы изначально с Тут больше о мотивацией том, что отомстить стоит за свою мать. учитывать большого брата. Ну да, типа большой брат и все такое. Все в таком духе. На тот момент это было вполне себе актуально, и на данный момент тоже. Особенно это все раскрылось благодаря всяким разным таким моментам, когда, помните, Facebook, там это как его... Ну, короче, раскрылось то, что они собирают данные и продают их правительству США. То есть на каждого гражданина США, по сути, есть дело. Из этих вот, благодаря, ну не то чтобы даже на каждого гражданина США, а на каждого пользователя Фейсбука и так далее. Асиэль? Нет, это ебаный демон. Джорд 4 флекса, 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 Джорд 4 флекса. Скатертью дорога. Подпишись на канал Махров, Линк, Тимит, Здесь игровые новости, мемы и всякие разные авторские посты, чат таверны Ахров, Линк, Тимит, Да, Асиэль хранит ключ. Всем Анархия играл в какую-то часть DMC, не помню точно сюжет, про двух братьев, история их семьи, но атмосфера была крутая, музыка жаркая. Это вот Нолан, эта часть. А у бота можно как-то озвучку смайликов. Не знаю, по-моему, нет. Ну я правда хз. Есть! Озвучку смайликов вроде можно от... Откуда ты знаешь мое имя? Это Рутон чатай. В первую DMS, которую я поиграл, была та, где появился Нера. А это была 4-я, да. Ну поэтому у тебя вот такое представление DMC и строится. Хорошо. Посмотрим, что будет. Это называется синдром утенка, чувак. Когда ты в первую игру, которую ты поиграл, Ой, да, точно, вот я вспомнил локацию.
ту считаешь максимальным каноном, но суть в том, что ты как бы в этом плане не ошибаешься. Канон есть тот 4-я часть, а это по сути вообще и есть перезапуск. Но по факту, по сюжету, эта часть намного более Я обоснована третий в и начале приятная. поганул, потом в 4Q. Но я смотрел разные видосы про первую и вторую. Данте, ты здесь, потому что я не смогла тебя защитить. И я очень сожалею об этом. Это мать Данте. Твой отец влюбился в меня. И эта любовь приступала жесткие древние границы. Мы выбрали наш путь, невзирая на угрозу уничтожения. Мы не сожалели о нашем выборе, но не оставили его вам, сынок. И теперь, наконец, у тебя есть выбор. У тебя будет великая сила. Сила, которая поможет тебе выбрать свой путь. Это, сынок, и есть свобода. Будь смелым, сынок. Я люблю тебя. Первый мой слэшер — это Чиоус Легиан. А, он прикольный тоже был. Так, подожди-ка. А что такое кнопка? «12». Серьезно? Я не просил твоей помощи. Данте! Точно, башня. Я уже иду. Бой! Ай-яй-яй,
стример, я только сказал про то, что начал с 4 части ДМС, а ты уже вынес вердикт по поводу меня, без негатива. После 4 я заинтересовался лором и решил пройти предыдущие. Повышение уровня для Альфред Сига у человека увидел 9. В смысле? Я выстрелил... Какое негативное мнение о том, что ты был маленький? Это Лэджо плохо? 4 TNZ. Не, ну ладно, может ты начал в зрелом возрасте. Ну окей, хорошо. Но суть в том, что это не отменяет того, что... Ну, ты начал с этой части, все. Блин. Ага. Я не понимаю, было плохо быть маленьким, типа? Это как говорить то, что Шевцов маленький. Или как? Я не понимаю, в чем негатив. Ну в каком возрасте ты начал в нее играть? Взрослым? Ну если так, то, ну, блин. Ладно. Но это не отменяет твое представление о серии в целом, как я и говорил ранее. Ты начал, типа, с 4-й части, об этом, ну, начиная с этого, у тебя выстроилось такое мнение, что все DMC должно быть про сиськи, письки и все такое духе. Ну, то есть ты кайфанул с этого, и ты хочешь еще больше этого. Это нормально, понимаешь? И не надо этого стесняться. Все мы хотим иногда сисек-писек. Да ладно. Вообще нет ключей. Печально. Фу, это было круто. Подойди сюда. Что? Ты нашел своего внутреннего дьявола. Но тебе еще лишь предстоит полностью раскрыть потенциал. Вообще-то я просто хочу убить короля демонов Мундуса. И если ты убьешь Мундуса, кто займет его место? Вот. Вопрос правильно задают. Кто займет его место? А в оригинальном DMC? Мундуса заебью, и нормально. Это заказ для охотника демонов. Да.
О, вы смотрите, количество душ 666. Дьявольское число. Число зверя. Я больше не сею насилие. Дальше мне нельзя. Спасибо, Финиас. Это не просто услуга. Я хочу, чтобы Мундуса уничтожили. И теперь я верю, что у тебя есть шанс. Что заставило тебя передумать? Ты прав. Ты не такой, как твой отец. И я вижу в тебе и твою мать. Ты хочешь нанести удар Мундусу. И есть один способ. У Мундуса практически безграничная сила. Но у него есть одна слабость. У него есть слабость? Да. Его любовница, Лилит. Слабость в том, что он любит ее? Мундус любит. Нет, друг мой. И все же, недавно она стала для него самой важной вещью в мироздании. Вот что я видел. Лилит, его любовница, носит его дитя, его наследника. Хочешь нанести удар Мундусу? Убей Лилит. Убей дитя. Ничто не доставит ему большей боли. Это жестко. Но учти, ярость Мундуса безгранична. Тысячи могут погибнуть. Удачной охоты, господин. Блин. Вот оно как. У Мундуса есть свой ребенок. И чем мы будем отличаться от Мундуса, если типа убьем сейчас мать и ребенка? Ну, по факту. Он, наверное, сейчас об этом думает. Хорошо. Наконец-то я привлек твое внимание. Бля. А, это платформенный уровень. Да, фак.
Си, FBI взятую, Прыгудзон. SHBNM, Элф. Хай Нулан. Здорово. Чё за новости на Первом канале? Это Боб Барбас. Тьфу, а я думал, мы сейчас новости зырить будем. Эй, Боб! Зацени-ка. Лично я считаю, что террористы отвратительные, унизительные, ужасные, мерзкие, похотливые, а главное, Ща будем бить тошнотворные ебало стримеру. создания. Но самый худший из них, Данте, мир был бы лучше, если бы его не существовало. Я снимаю тебя с эфира. Ты так думаешь? Я бы не был так уверен, маленький кусок дерьма. А, понял. А, стоп. Выкуси-ка это! Хо-хо-хо, щит! Мы заполучили шокирующие кадры, на которых запечатлен террорист, известный как Данте, связанный с событиями на пьесе Белловью. Итак, что же нам известно об этом Данте? Несколько людей уже пришли с показаниями. Исследователи воссоздали полную историю насилия. В возрасте 8 лет он напал и убил главную сестру в приюте Святой Ламии. Ее описывали как милую старушку, которой очень нравилось работать с детьми. Между 11 и 15 годами он совершил побег не менее чем из 8 учреждений для несовершеннолетних правонарушителей. Часто жестоко обращался, совершал дикие атаки против тюремных офицеров, которые просто делали свою работу. Около 17 лет он связался с бандой, продавал наркотики и, предположительно, виновен в десятке убийств. Но хуже всего то, что в бедных районах города он также был печально известен, как разносчик самых ужасных венерических заболеваний. Разве они не самые лучшие? Это экстренные новости, Боб! И он просто начал убивать. А потом посмотрел мне прямо в глаза. Это было ужасно. У него явно взгляд, как у педофила. Я видела, как
одна девочка умоляла о пощаде. Он сказал, что убьет ее в любом случае. И потом он убил ее. В самом деле. После этой атаки мы можем предполагать, что Данте входит в террористическую организацию под названием Орден. У меня послание для Ордена. Весь мир ищет вас. Каждая камера на каждой улице, каждый полицейский в стране и по всему миру. Мы найдем вас, мы уничтожим вас. Это лишь вопрос времени. С вами был Боб Барбас из Raptor News. Просто выполняю работу Бога. Осуждаю. Все Да, осуждаю. Как? Я прерываю эту передачу для экстренной новости. Убежище террористов, которые ответственны за недавние теракты, нашли. И сейчас спецотряд полиции штурмует его. Нет. Как я сказал. Двое террористов с этих снимков находятся в здании. Джинкслау, Джинкслау, Джинкслау. Ублюдки. Третий террорист был окружен в другом конце города во время особого полицейского рейда. Будьте уверены, их привлекут к правосудию в любой момент. Живыми или мертвыми. Это Боб Барбас из башни Raptor News. Просто выполняю работу Бога. Просто ради прикола, блядь. На! И... На! Экстренная новость, Боб. Ты уволен. Сквозь объектив пострелили. Вот так вот. И оружие получили, да? Найс. Папа, А, это то. Буда. Нет. Ведущий новостей. Боб Барбас. Демон. Почему? Демон? Да. Попробуй сделать шаг, если хочешь. Ты уже проиграл. Аквила. Дальнобойный. Супер С. СС. 3С. Вот так вот на, бля. Баин. А, вот так вот. Понял. Торнадо. Туз корон. Ага, понял. Херня.
воздухе. Не, реально пофиг. Они еще не внутри. ОМОН! Нужно добраться до раньше. ОМОН, ребята! Ё-моё. Держитесь, ребята. Я уже иду. Ну и как вам? А ты кто такой, мудила? Мясник. Черт! Они идут сюда через лимбо. Где вы, ребята? Эй! Ты слышишь? Убили. Кэт! Где ты? Ни за что прикончили чувака. Оу,
граффити. Оно не пускает их. Хорошая работа, Кэт. Эй! Сюда, дровосек! Нахуй, блядь. Эта девушка заблокировала двери! Взорвем их! Так точно! Вперед! Помните, живой или мертвый? Это значит мертвый. Трусы! Еще одна дверь! Готовы? 3, 2, 1! Идем дальше. Кэт, ты там? Не попадайся, поняла? Мне нужно добраться до нее. Еще раз! Она заблокировала Вот так, изнутри. Кэт. Не пускай. Она знает, что мы здесь. Нам нужен отряд подрывников сейчас же! Ее не спасешь. О, нет, только не сейчас.
Погоди, что? Кэт, ты здесь? Вот бы так в реале Они вышел на вошли. улицу, и все Вперед, толкаши. пошел! И гопников во дворе за Быстро! Сюда скоро ворвутся! Беги! Уходи! Черт, меня вообще кто-нибудь слышит? Черт, этому месту пиздец. Надеюсь, Кэт цела. Да, этому месту точно пиздец. А ну и торчков. Зая, хоть от мышки зверя. Погоди. Этих я Ладно. бы в первую очередь. Ща, погоди-ка. Чё-то музон. Звукон. Так. Кстати, дядька, Блин, а какой звук-то? Мне звук пропал, если что. Так, USB audio device. Вот. Все. а ты не в курсе, за 1 лям баллов на канале ничего не дадут? По типу значка или еще чего? Не знаю. По-моему, нет. Ну, я мог бы что-то сделать, не знаю. Надо изучить вопрос. Эй, кого ищете, долбоёбы? В отпуске был стилет и тебя смотрел. Матершинник. Разжалован из семейных стримеров. Что это? Какой красавчик. Чё улыбишься?
Ну не все мне матюгаться. Получи, сучка! Эй! Вернись! Убежал, смотри. Это еще что за хуйня? Босс, что ли, был? Где-то хилки настрелял. А чё, прям с родными сидел, смотрел? Да блин. Эх ты. Ага. Эх ты. Виноват в этом только ты. Ты же знал, какой я. С братишкой и мамон ходила по хате. Где Виргилий? Да, это Не жестко. знаю, возможно, сервер на его погоне, но он мог застрять в лимбо. Мамон крестилась, брат краснел. Думай! Есть способ. Я поведу тебя. Окей. С. Эх, вот такие дела. Это Гадзоунаузе, тебе надо было пока дотыкать награду без мата. Джинк слал. Но тогда, возможно, я бы, да. Думаю, здесь есть старый туннель. Может, так мы сможем выбраться? Нужен еще заряд. Они почти здесь. У меня есть идея. Ну дорисовывай Я его. застрял в лимбо и не могу им ничего сделать отсюда. Нет, можешь. Я распыляю, а ты сносишь балки. Вот, теперь тяни. Еще раз! Быстрее, девчонка там! Хорошо, давай снова. Поспеши. Ты в порядке? Да, Нормально. пошли. Ну давай. Вот тебе и геймплейное разнообразие, прикиньте. Прикольно, да? Ты хоть знаешь, куда он ведет? Я знаю это место как свои 5 пальцев. Ну же! Чтоб Devil May Cry. Сюжетное, точнее геймплейное разнообразие. Что? Ну ладно. В первой части мы управляли самолетом. В конце. Прячься! Живо! Оставайся там. Не думаю, что тебя заметили. Эй, стой! Кажется, я что-то видел. Черт! Кэт, стой и не шевелись. А что я могу сделать? Я Патрик Суэйзи, Забей, призрак. девчонка там дальше, нам нужно идти! Они ушли. Пойдем. Ты в порядке? Да, все нормально. Нормально.
Руки на голову, лицом вниз! Кэт, прячься! Он убегает, догнать! Нет! Быстро! Беги в ту комнату и спрячься! Я же тебе говорил не бежать! Жесть. Черт! Он идет! Ты что творишь? Не высовывайся! Эй ты! Руки за голову! Я поймал девчонку! А я тебя, мудила. Сейчас. Ты молодец. Пойдем. Прикольно. Нам сюда. Ну зачем всех убивать? Мы террористы, помнишь? Это были мои друзья. Как же противно. Они заплатят за это. Но сейчас нам нужно найти Вергилия. Противные убили наших друзей. И от этого на душе противно. Давай, беги, давай, давай, давай. Она явно физкультуру пропускала. Брат, ты где, брат? Данте. Вергилий застрял в лимбо. Он в беде. Эй, ты! Данте, ты спятил, ты что здесь делаешь? Вытаскиваю тебя, брат. Вергиль прятался от этого монстра. Серьезно? Спасибо, Данте. Жесть, он слабый, походу. Кэт, ты все еще жива? Отсюда есть выход? Да, есть аварийный выход, я отведу тебя туда. Пошли. Нет, еще нет. Что? Здесь терабайты важных данных, мы не можем отдать их. Какое это имеет значение? Они все узнают о наших планах. Ладно, дядь, пойду я Если спать. они получат эти Пойду данные, что-то рубит. все, над чем я Давай, трудился, будет спокойно ночи. напрасно. Я бы тоже сегодня пораньше Кэт, ну, включи вырубил. самоуничтожение. Я не могу это сделать, если... Ну, мы Удачного стрима. нормально прям прошли. Демоны вламываются. Спасибо. У нас нет времени. Тогда его, Данте. Что тебе? Да, я. Ну, блин. Это недолго, Кэт, я понимаю. Сколько вам нужно? Недолго, пару минут. О, порождение гнева.
Эй, Данте! О, дробовик. Здорово. Да неужели? Воскресший. Нихера он жесткий. 2 минуты, Данте. Я могу сдержать их сколько нужно, но я не смогу защитить Кэт от Федерала. Поторопись. Понял. 2 минуты. Уничтожение данных. Завершено 45%. Чё? 2 минуты? Мне нужна еще минута, чтобы забрать сервер. Еще минута. Она сильно рискует. Все хорошо, Данте. Это важно. Автоматический алгоритм подрыва. Введение. Выглядит не круто. Давай же, Вергилий! Готов. Господи, наконец свои терабайты порнухи закачал. На хард-диск. Пошли, Данте. Стой! Или на флешку. Что? А как же Кэт? Для меня нет выхода в реальном мире. Нет, мы не можем ей помочь. Мы не можем бросить ее. Подумай, Данте. Мы в Лимбо, она в реальном мире. Здесь вот-вот все взлетит на воздух. Он прав. Уф. Мы ничего не можем сделать. Идем. Иди, я скоро. Данте. Дай мне секунду. Так, послушай меня. У нас мало времени. Опустись на колени. Подними руки вверх. И не сопротивляйся. Мне страшно. Что они со мной сделают? Тебе просто нужно продержаться. Сколько сможешь.
Я вернусь за тобой. Блять, пиздец, застрелили. И пиздят, и пиздят. Вот это, конечно, блин. Да. Сюда, быстрее. Пойдем, Данте. Это еще не конец. Вот так вот. А хорошо сыграли. Так. Превращает выстрел в адскую бомбу. Ничего себе. Назови имя. Назови имя. Вергилий. Вергилий. Я не знаю, кто ты и почему у тебя хватило глупости напасть на меня. Но я знаю, что ты кое-что значишь для этой девчонки. А эта девчонка кое-что значит для тебя. Также я знаю, что ты заодно с Нефилимом. Мне нужен Нефилим. А тебе, девчонка. Совершим обмен. Интересно. Интересно? Мундусу известно меньше, чем я думал. Он знает мое имя и все. Не знает, что я твой брат и что я Нефилим. Она сильная, раз смогла продержаться. Да, она молодец. Но мы не можем спасти ее. О чем ты? Ты же не думаешь, что я обменяю тебя на нее? Нет, я не говорю, Кроме что... того, что ты мой брат, ты ключ к уничтожению Я Мунду. не говорю, что мы обменяем меня на нее. Мы предложим другой обмен. Кэт за любовницу Мундуса Лилит. С чего бы Мундусу волноваться об одной из своих шлюх? Потому что она носит его дитя. Что? Откуда ты это знаешь? Когда я был в башне, я встретил демона по имени Финиас. Он рассказал мне. Да, я слышал это имя. Потрясающе. Нам известно о нерожденном ребенке Мундуса? Это именно то, что нам нужно, чтобы выманить его. Нет, это то, что поможет нам спасти Кэт. Данте, это безумие. Ты рискнешь будущим человечества ради девчонки? Кэт прошла через ад, чтобы защитить нас. Мы найдем другой способ, чтобы добраться до Мундуса. Данте. Я не брошу ее. Вижу. Хорошо. Сделаем по-твоему, брат. Вот так вот.
Любовница Мундуса Лилит держит в центре города эксклюзивный клуб для высшего общества. Спортсмены, мажоры, банкиры и так далее. Демоническими веществами торгуют в открытую. Она подсаживает ничтожных слизняков на эту дрянь, превращая их в бездушных пособников демонов. Эй! Сегодня вечером она будет... Ты не пройдешь. Тебя нет в списке. Теперь есть. Я думал, там написано Данте. Получается, вошел какой-то чел по имени Иди нахуй. Но он же был тут вначале. Эй, погоди, не игнорируй меня. Давай танцевать. Не сейчас. Эй! Ну и пошел нахуй, Данте! Данте здесь? Сын Спарты. Мундус хочет его смерти. Мундус будет мной доволен, когда я достану его труп. А ты что думаешь, малыш? Поиграем с ним сперва. Ядрить. Поиграем. Хочешь потанцевать? Потанцуем. Данте, сын Спарты. Обычно мы не пускаем сюда диких крыс, но я так много о тебе слышала. До смерти хочу увидеть, к чему вся эта суета. О, нервный Данте. Веди себя хорошо. О, Данте, ты даже не стараешься. Ну же! Расскажи, Данте, что привело тебя сюда? Музыка? Выпивка? Или же девочки? Или это, возможно, как-то связано с тем засохшим и сломанным цветочком? Я пришел за тобой, Лили, так что спускайся. Я бы спустилась, Данте, но, как бы лучше выразиться, ты ничтожество. Здравствуйте, мои прекрасные создания, в обликах людей и не только. Был ночной клуб, а стал бойцовский клуб. Сегодня нас ждет особое развлечение. Пейте, Прикольно. развлекайтесь и делайте ставки. Отдыхайте.
же не знаешь, с кем имеешь дело. Я очень хочу узнать. Давай сменим обстановку. Это испытание специально для тебя, Данте. Окей. Я не собираюсь 5К. О. играть в твои игры. Да? Но это мой клуб, и играть ты будешь по моим правилам. Добро пожаловать на шоу талантов дьявола! Что Все это довольно делать? просто, Данте. Выживешь и получишь аудиенцию с самой госпожой. Это, в общем-то, значит, что мне придется самой убить тебя. Если проиграешь, и ты, и твоя маленькая сучка умрете. Говорят, что в тебе мощь рая и ада. Давай проверим, ты не против? Блять, нихуя. Хитро, хитро. Давай начнем, ты не против? Первый раунд. Даров. Привет, Должен быть Алексей. сладкой Ну шо тут? прогулкой для такого Нормально одаренного, тут. как ты. Смотри. Раунд 1, бой Как проигран. прохождение? Ну, вполне себе гладко. Правда, я своим мнением разозлил кое-каких людей. В плане оригинальной DMC, вот этого DMC. Поздравляю. Ты все еще участвуешь в конкурсе на звание самого большого долбоеба в Лимбо. Теперь Долбоёб ты в можешь Лимбо. подойти ближе. Я сказал, что вот эта часть более взрослая и более осмысленная и так далее. Ну, в плане сюжета она намного пизже. Второй раунд из 7. Но люди хотят поспорить с этим, говоря, что У тебя есть 30 DMC секунд, оригинальный чтобы прикончить моих несчастных миньонов. куда более зрелый, что ли. Сиськами, письками. Ну, тут тоже сиськи-письки, но тут все более как-то по-взрослому, что ли, подано. Нежели чем в оригинале. Блин, что все букают-то? Ясно, фанаты оригинала тут среди зрителей. У меня нет времени на эту хрень. Ну, я, кстати, делаю такую ремарку, что по факту Не переживай. Когда Мундус оригинальный DMC от этого плохой игрой не будет. Просто по сюжету он ебать тупой. И все. Но геймплейно он, конечно, сложнее. Но не сказать, что лучше, но просто сложнее. Здесь управление намного пизже. Ебать, ну, все-таки Ninja Theory делали игру. А это Ninja Gaiden и все такое. Раунд 3. Почти половина пути. Как вы считаете, мои дорогие гуляки, стоит ли нам добавить немного остроты? Лишь немногие заходили так далеко. Поздравляю. Похоже, у дьявола все-таки есть талант. Вот где начинается интересненькое. Тебе нравятся
Слэшер и сюжет – две несовместимые вещи, как по мне. Поэтому я смотрю на геймплей. Почему несовместимы? Ладно, совместимы. Это очень странно, типа, ну, изъяснение. Мундус искал тебя с тех самых пор, как впервые увидел. Ты помнишь ту ночь, Данте? Не могу дождаться того момента, когда увижу его лицо, смотрящее на твой окровавленный труп. Ебать, клубышник. Вот так. О, да. Я начинаю понимать, почему Мундус считает тебя таким очаровательным. О нет, погоди. Все наоборот. Он хочет твоей смерти. И я с радостью исполню его желание. Знаешь, Данте, слава штука забавная. Все хотят оторвать по кусочку от тебя. Особенно твои здешние друзья. Позволь познакомить тебя с одним из них. И чё? Никаких комментариев по этому поводу? Сучка молчит. О. Собери все красные сферы за отведенное время. Окей. О, да ладно. Так, понял.
Окей. Найс. Блин, чуть-чуть не хватает до улучшения. Что ж, Данте, ты скучаешь по своей подруженьке? Очень жаль, что ты не с нами и не можешь слышать ее стоны и плач. Хочешь узнать, как они звучат? Немного похоже на то, как кричала твоя мать, когда Мундус... Спускай сюда свой мешок с окорочками. Хорошо. Хорошо, малыш. У меня тоже. Заканчивается терпение. Давай покончим с этим. Сейчас же. Призрачный гнев. Кровавый день. Кстати, о животном магнетизме. Похоже, ты настоящий магнит для сучек, Данте. Ох. Твой ход, Барби. Барби. С. Погнали. Блин, зачем я погнал? Надо было закончить. Твой
Вот Барби. Да. Именно этой возможности я и ждала. Давай, детка, заставим папу гордиться. Правильно, малыш. Время играть. Уа! Ха. Нихера там живот. Знаешь, я ждала шанса расслабиться. Ё-моё. То есть вот это вот теснилось под кожей у нее. Отродье Мундус. А, это ребенок. Я понял. Такое лицо может любить только мама. Это няня. Да. Обага няня. Угу. Ты молодец. Нигде ты не бас. Ну и где ты? У тебя нет ни единого шанса. Босс качалки пришел. Ты молодец. Точнее, босс, если. Кончай его. Это если что маленький ребенок по идее. Точнее, даже не родившийся ребенок. Иди сюда. На! Нет, малыш, втяни меня обратно. Блин, вот это, конечно, жесткая идея. Поняли, да? Типа мать с ребенком поменялись ролями. Погоди. Мать года. Ультра распаковывается от мамки приехал. Нет, малыш. Я мамин пирожок. Что случилось? Нормально. Ресурсы на миллионы. Есть что похавать. О, обратно.
надавала закруток, далее это хватит. Нормально. Меня от тебя тошнит. Все, готово. Изи. Вставай. Молодец, Я не собираюсь ты убивать тянешь тебя время. или отродье Мундуса. Ну, молодец. Я оставлю вас в живых, если сделаешь все так, как я скажу. Я сделаю. Клянусь. Я ничто без этого крысеныша. Так возьми себя в руки. Угу. Еще Да можно ты- карету купить. Ну, надо бы, да, согласен. Записываешь? Спасибо, что вышел на связь, Мундус. Извини, что заставил ждать. Насчет твоего предложения я хочу сделать встречное. Жизнь девчонки на жизнь твоего ребенка. Да, это жестко. Бедняга Мундус думал, что все у него под контролем. О, 3S, найс. Ёпта, опять не ту кнопку нажал. 15 уровень. Так, получается завтра... По моему уровню тут всего 20 или 21. Так что можно будет добить завтра. Согласны, согласны. Ну прикольно. Прикольно. Классно. Ой. Нормально. Взяли и захватили в плен ребенка Мундуса с его женой, так сказать. Да. Это как, ну, он же взял в заложники нашего человека. Да. Прикольная тема. Прикиньте, реально бы такие переговоры бы велись с этими, с какими-нибудь там, ну не знаю, с террористами типа. Они берут в заложники, там, скажем, какого-нибудь там человека одного, а полиция такой берет в заложники там, не знаю, их человека какого-нибудь. Ну, не знаю, с чем-нибудь там важным для них. Ну, на этот, ну ладно, не буду развивать никак. Хорошо. Ну чё, давайте-ка будем прощаться, закругляться. Сегодня точно лягу спать пораньше, было бы классно. Сейчас у меня почти 12 часов ночи, 11:54. Сейчас буду делать клипы и выкладывать их куда надо. Пока-пока. Да,
Спасибо, что приходили. Подписывайтесь, записывайтесь. На очереди следующим стримом. Заходите в телегу. Я там выкладываю всякие разные клипы тоже. И бывает новости тоже выкладываю. На последнее время анонсы и клипы. Но если же хотите, надо бы провести опрос, наверное, чтобы я туда выкладывал еще и мемы, и игровые новости, как это было раньше. Но просто я так подумал, как будто бы это людям не интересно, поэтому перестал стараться искать новости и так далее. А раньше я прям активно этим занимался. Да. Ну ладно. Все. Давайте. Приятных снов, приятного вечера. И на будущее доброго вам утра. Всем пока.